бутылки. Сейчас попробуем. Какая тут водичка. Сейчас достанем чашечку. Вот такая у нас чашечка есть. Вот, оп. Вот. Сейчас попробуем. Прозрачненькая. Ой, хорошо. Холодная. Ну, что такая, да, вкусная. Спасибо. В природе спасибо. Поехали дальше. Я так сделал, чисто так, символически пару глотков. 3 деления уже. О, ничего себе. Режим MTB. А проехали 20 км. Ха, интересно. Девки пляшут. Тут осталось уже, по-моему, километров 7. Так что нормально. Так, сейчас мы поставим камеру нашу еще одну на запись. Сейчас, секундочку. Сейчас у нас будет запись сверха и запись с низа. Снизу и сверху запись. О. Все, поехали. Водички выпил, аж как-то легче стало. Ну вот особенно когда вот ездишь весной, вот когда уже где-то плюс 25, и вот когда ты ездишь там, проехал километров 10, там встал, воды выпил, и аж легче стало, и аж появились силы. Ну, потому что да, надо при таких температурах, вот уже от плюс 25, от плюс 20 даже, когда вот катаешься, надо пить воду чаще. Ну, вообще в день надо пить воду 2 литра хотя бы. 2-3 литра. Но не всегда это, конечно, получается. Поэтому надо, да, надо стараться пить, да. Особенно, когда ты на велосипеде
ездишь 40 километров, 50, там, 80, 100. Ну, чисто так выехал, покатался часов 5-6. Куда-то там съездил. Надо брать воду с собой хотя бы литр. Литр-полтора. И стараться выпивать. Ехе. Фух. Такс. Еще где-то километра 3-4 ехать. 21, а не 21, да, где-то 3-4 км ехать. А они такие именно тянущиеся. Ты эти километры, 3-4 километра, ты именно так долго их едешь. Ну, потому что подъем идет. Вот, подъем на уже вверх самый. Тут осталось уже поворота 4 таких именно. 4-5. Фух.
Так, сейчас переставимся. Ну, вернее, запись сейчас переставим. О! Фух. Да. Жарковатенько, однако. Жарковато. Фух. Фух. Все, поехали дальше. О! Так, поднимаемся все выше и выше. Туманчик легкий там виднеется. Кислотный диджей, кислотный мьюзик. Давай, давай, веселей, крути педали ты свои. На IP3. Да, здесь еще частично осень. Вон с правой стороны деревья лысые. А вот вообще он дерево бедное. Завалили, распилили и все. О, заехали. Люди с Айпетри едут, а я только на Айпетри. Ну, да что ж сделаешь? Хоть так. На вечер. 4:30. Ну да, в 5 будем на Плата Айпетри уже. Фух. Да, крутишь и крутишь. Тепло так. А на спуске потом будет холодина. Наверное. Ну, не наверное, а да. Ну, не так, как, конечно, зимой было при температуре +5. Или даже около 0 на Айпетри зимой. Но все равно прохладненько. Поворот. На МТБшке.
Красота! Красота, лепота! Ой. Ямы пошли. Сейчас он станем здесь. Переставим. Опять запись поставим. Фух. Да, такой легкий туманчик присутствует. Ох, красота, лепота. Мы приехали у нас оттуда, аж черт знает откуда. 22 км уже проехали с набережной. Какие скалы, ух, мощь, мощь. Секундочку, секундочку. Фух, все, поехали дальше. Море видно с высоты где-то сейчас 1000 метров над уровнем моря. Нехило так. На велосипеде я поднимался максимум, вот именно поднимался, не пешком шел, а ехал в Крыму, значит, на Никитский перевал. С друганом ездили по лесу там, вот, на Никитский перевал. Там мы зафиксировали 1450 метров над уровнем моря. Там мы были в районе беседки ветров, такая есть. А там чуть дальше уже Роман-Кош. Самая высокая точка в Крыму 1500, по-моему, 1530 или 40, что ли. Где-то так. Вот. За пределами Крыма я был только на велосипеде в Сочи. Там поднимался, значит, на высоту 1000. Так, ну водопад этот. Так, ну и в общем, а за пределами Сочи я был в Красной Поляне. Там, значит, была высота на водопад. Красная Поляна 960, и там есть водопад, забыл как называется, блин. Водопад. 2 раза там был и название забыл. В общем, на водопаде там было, да, 1500 метров. И в Розе-Хуторе по трассе на деревню высокую вот эту поднимался. Там что-то была высота 1600 с копейками. Даже, по-моему, 1700.
Вот. Так что такие делишки. Вон красотища какая у нас. Люди пешком только что куда-то пошли. Непонятно куда. Машины там нигде нету. А хотя там какая-то далеко стояла там красная, так это она черт знает где ж. Че они вот это идут пешком к той машине, что ли, офигеть? Да, красота, ляпота. Уже где-то 1200 метров или 1180-190. Красотень. Ай, пойтры. Сейчас еще один подъемчик будет, поворотик. Опа. Да, еще один подъем нам остался. Еще один подъем остался, и все. И мы на плато. О, тихо здесь, кстати. Ветра нет вообще, офигеть. Погодка супер. Погодка супер, да. Все, последний подъем, он уже зубцы Петри. Вон они там. Вон их видно. А наше место... Ладно, мы сейчас доедем уже, то его все равно отсюда не видно. Покажу вам там уже на месте самом. Приедем, посмотрим. Да, тихо, вообще ветра нет. Бомба. Погодка. Вот весна, да, уже ветров особо нету. Так что кайф, весна это кайф. Оп, оп, оп. Подъемчик, подъемчик, пошли, пошли, пошли. Все, доехали. Что-то падало, камни посыпались. Красота, да? Виды огонь. Снег еще лежит местами. Пикники люди устраивают.
О, хорошо. Опа. Красота. Ляпота. Ой. Фух. Вон зубцы Петри там. Не видно их, вон там они. Так, все. Едем на наше местечко. О, здесь ветер. Три деления пока что. Сэкономили так нормально. О!
Фух. О! О! Ямы. Ямы, ямы. Плата Айпетри, добро пожаловать! Да, снежочек он лежит. Там чуть-чуть, там. Ну, это такие теневые места, куда солнце почти не падает. И здесь еще особых таких температур не было, чтобы он прям аж растаял. Ну, хотя, думаю, тут днем плюс 5 уже было. Если в Ялте было плюс 15, уже плюс 18, то тут плюс 5 где-то было. Плюс 3, плюс 5. Ох, кто его знает. Че он лежит, не тает. Собака. Собака такой. Кругом леса одни. Вон снег тоже лежит. Ха. Вот гад такой. Не хочет таять. Я помню, зимой поехал, вот этой вот дорогой ехал, и где-то там снежочек был местами. И еду, и впереди типа такой снежочек притрушенный. Типа там с левой стороны лужа, с правой стороны. И я еду такой, думаю, да ну лужа и лужа. И что-то засмотрелся. И по правой стороне еду, а там лужа. И, короче, по этой луже, а там гололед. Вода, короче, замерзла. А там яма такая нормальная. И я, короче, подскальзываюсь, падаю с этим великом, блин. И короче, ногой в эту, одной ногой в эту лужу, бабах, целиком. Ёпсель, быстрее, раз. Быстрее. Ну, там такая яма, как бы, маленькая, но, как бы, провалился. Одна, короче, нога была мокрая. И хорошо, что я был в кроссовках таких нормальных. Типа не пропускают в воду, такие теплые, зимние. Да, то я провалился тогда, я помню, это было, по-моему, в январе. А ну сейчас посмотрю, где-то здесь. Или я уже проехал это место. Или здесь где-то. Сейчас посмотрим. Наверное, вот там вот было. Ой, капец. Это ж надо было провалиться так. Ой, я дал тогда. Так, там ямочка такая, как бы, она длинная, широкая. Ну, получается, воды там где-то по пятку, где-то так. Ну, там сантиметра, не знаю сколько. 2, может, 3 максимум. Ну, штанину, да,
намочил и одну ногу кроссовок. Ой. Да. Все, приехали. Салалейла, малалейла. Саламалейла, халамайлейла. Салахалей, мамалейла. Красота какая. О, надо переключиться. Давай, давай, друже, переключайся быстренько. О, турбо можно подключить. О, красотища какая. Куда мы заехали? Это наше место здесь. Так, ладно, сейчас мы заедем сюда. Оп, 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 оп. А на турбо это вообще тут можно ездить везде. Вот наше местечко здесь. Вот оно. Приехали. Камень наш. Опа. Есть. О, красотища. Ветра нету, вообще кайф. Сейчас покажу вам тут все места. Фу, вот такая красота здесь. Вот это мое место здесь. Любимое. Сюда приезжаю чай пить. Вон зубцы Айпетри. Вон канатка там. А он Ялта. Он набережная вон там. За 25 километров. Красота. Ляпота. Так, ну все, сейчас мы попьем чайку. И поедем потом дальше. Скорее всего, мы успеем на озеро заехать. Сейчас 5. Ладно, сейчас мы посмотрим сейчас, да. Так, все. Поезжаем с Айпетри. Зубцы Айпетри он с левой стороны. И едем, короче говоря, назад. Не знаю, сейчас доедем до поворота на тропу Ягодка и посмотрим время сколько. Посмотрим, успеем, нет. Ну, чтобы по лесу, чтобы по темноте не ехать. Вот. Посмотрим, да.
по большому счету надо приезжать пораньше. Я, конечно, выехал, да, поздноватенько. Надо приезжать, чтобы уже быть здесь не в 5, блин, хотя бы в 3 часа. Тогда и посидеть можно спокойно, часик. Нормально отдохнуть, кайфануть. А я что, блин, приехал в 5, полчаса и все. И быстро ехать дальше. Поэтому надо выезжать пораньше. А пораньше не всегда получается, блин. Ладно. Как приехали, так и приехали. Давай, едь уже. Сзади какой-то чувак там на машине едет. О! Вышка. Вышка, вышка. 2 деления. Переключилась только что. Это 10 км. А, ну тут уже можно не считать, потому что тут сейчас спуски пойдут как бы. Вот уже сейчас 29 км. А, получается, до того места не 25, а 27. Да, 27 км. Получается 27 и 27. Да сколько? 54, да, 55. Может, даже не 27, а целых 20. Целых 28. Плюс 28, 56. Вот где-то 55-56 в обе стороны. Ой, аж выскакиваем. Опа. Давай, едь уже, Вася. Так, медленно едет, осторожно. Машину бережет. Понятно. Все понятно. Короче, понятно все с тобой.
Едь дальше так. Опа! Опа! Все, поехали. Все, спуск пошел. Пошли на спуск. Спуск. Спуск с Айпетри. Вечерний спуск.
Это крутит на Петре, на шоссейнике. Молодец, пацанчик. Вечерний такой заезд. Но он поздно, блин. Что, он будет по темноте потом ехать? Да, по темноте с Айпетра ехать так себе. Мужик что-то стал дровишки домой собирает, что ли.
Вот и доехали до святого источника, рудника, где пили водичку. Вот это место здесь. Оно получается чуть выше, чем Серебряная беседка. Ну, после Серебряной беседки ее тут буквально проехать чуть-чуть. Так что даже можно и без воды ехать. Главное взять куда. Ну, взять эту бутылочку взять. Вот, и едешь так, раз стал, набрал и поехал. Или даже вот, чтоб чашка была с собой. Или стаканчик. Попил, напился, поехал наверх, потом назад спускаешься опять. Попил, поехал дальше. Ну, вода такая, нормальная, да. Вкусная. Так, сейчас встанем, глянем. Время сколько у нас? — 17:52, 6. Короче, поехали к озеру. Вот. На Серебряную беседку заезжать мы не будем. Поехали через озеро. Спустимся по тропе Ягодка на озеро. Заедем на 5-10 минут, выпьем чайку и поедем уже на трассу, на Гаспору. А там по Царской тропе в Ливадию, потом в Ялту. В общем так, да. Сейчас мы тут за 10 минут до поворота того доезжаем и спускаемся. А тормозульки уже пора менять, уже так слышно. Ручки уже так слабо тормозят. Ой. Хорошо. Это эти чуваки, которых я поднимался, они шли пешком, а сейчас идут назад. Ну, то есть еще, короче, идут. Капец. Это что у них, кардио? С откуда, интересно? С этого, с водопада у Чансу кардио на Айпетри. Да, блин, капец. Это сильно. Ну тут сколько? Ну, думаю, километров 5 идти где-то. 5-6 где-то.
Ну, где-то так. Даже, может быть, и больше. Ну, где-то 5-10 км. Вот так вот. Ну, с Айпетри до Кучансу. Ну, пешком это я не знаю, сколько идти. 10 км. Часа 3-4, что ли. Где-то так. Не знаю, я бы, наверное, пешком бы столько не прошел бы. Хотя я по Ялте, по Массандре, по центральной вот, набережной, Приморской набережной, вот как раз если вот выхожу вот гулять, то где-то прохожу километров 10, да. Но это по набережной, а здесь как бы не знаю. Лес как бы. Ну, чистый воздух, никого как бы нету, да. Ну, не знаю, как-то я не знаю. Прошел бы я столько или нет. Ну, вообще, да, прошел бы, но только не знаю. Пешком нет, а вот на велике легко. Так, вот этот поворотик. Доехали. Доехали.